Повертаємося у студію програми «Саба». Мене звати Єлизавета Церегрецька. Ми продовжуємо наш інформаційний ранок на телеканалі ЕТР. Зараз ми будемо говорити про військові теми в Україні. Зокрема, в зоні АТО доба пройшла неспокійно. 6 обстрілів, за даними штабу АТО. З нами на зв'язку телефоном Василь Лабай, речник штабу АТО. Пане Василю, доброго ранку. Вітаю і вас. Розкажіть, будь ласка, останні новини, власне, з зони проведення антитерористичної операції. Хочу наголосити на тому, що дотримання режиму припинення вогню зони російсько-окупаційних угрупувань впродовж минулої доби не було. Також противник продовжував зривати домовленості тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят та обстрілював із забороненого мінськими домовленостями озброєння укріплення Збройних сил України. На Луганському напрямку 4 години ворог обстрілював позиції української армії в районі Світлодарської дуги. Спочатку бойовики з великокаліберних кулеметів за підтримки 120-мм мінометів провокували оборонців Луганського та випустили неподалік цього населеного пункту близько півсотні боєприпасів. А згодом з кулеметів та гранатометів вели вогонь на підступах до Світлодарська, це сусідній населений пункт з Луганським. На Донецькому напрямку важкі міномети калібру 120 мм бойовики застосовували на Приазов'ї по оборонцях Павлополя, а з гранатометів озброєння бойових машин піхоти і кулеметів поблизу Талаківки. Ще двічі в обідній час окупанти зі стрілецької зброї, включно зі снайперами, вели вогонь по опорних пунктах сил антитерористичної операції довкола Новотроїцького. У обидвох останніх випадках наші захисники були вимушені давати ворогу адекватну відповідь зі стрілецької зброї та гранатометів. Загалом за минулу добу зафіксовано 6 фактів порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ. Внаслідок ворожих обстрілів 3 військовослужбовців Збройних сил України, на жаль, зазнали поранень різного ступеня важкості. Їх було оперативно доправлено до військових шпиталів та надається лікарська допомога. З початку цієї доби вздовж лінії розмежування сторін спостерігається тиша. Станом на цей час наразі не зафіксовано жодного обстрілу позицій сил АТО. Водночас ми не виключаємо подальших провокацій бойовиків. Як показує останній час, відколи триває перемир'я, ці обстріли починаються здебільшого десь близько обіду. Після обідній час ми до цих провокацій готуємося і будемо адекватно реагувати на виклики зі сторони ворога. Така інформація наразі зі сходу України. Дуже вам дякую. Василь Лабай, речник штабу АТО, повідомив нам останню інформацію із зони АТО. У нас у студії є гість, це військовий експерт Олег Старіков. Доброго ранку, пане Олеже. Ну, власне, таку інформацію ми почули, раділи, безумовно, ми тому, що під час Різдва було таке певне затища, не було обстрілів, але знову вони поновилися. Ну, от прокоментуйте, власне, це. Чому досі мінські угоди, мінські домовлености порушуються? Логика конфликта малой интенсивности, который начал свою жизнь после заключения Минска-2, оно все понятно. По определенным обстрелам, которые есть, он и бывает до 30, до 6, вот видите, оно в принципе ничего не меняет. Этот конфликт живет своей жизнью. Минские угоды живут своей жизнью. Украина живет своей жизнью. Россия своей, Европа своей. Все идет параллельно, потому что идеология гибридной войны, которую нам навязали, она имеет свою не только историю, но и свои законы. А данная идеология описана, если брать теорию, в книге Томаса Шеллинга «Оружие и влияние». Книга эта еще была написана в 1966 году. Томас Шеллинг – это лауреат Нобелевской премии по экономике в 2005 году. Вот он написал то, что у нас сейчас происходит на востоке страны, он написал вот именно идеологию, что происходит. Кстати, Российская Федерация в своей военной доктрине, которую утвердила 31.12.2015 года, она тоже описала, что конфликты, которые сейчас будут, конфликты в мире, которые есть, это вот конфликты такой малой интенсивности. И данные конфликты не ведут к большим жертвам. Самое главное, не давать стране жертве
Вот они нас называют страна жертва. Обидно нам, не обидно, но мы страна, они страна-агрессор. Почему? Потому что у них более сильная экономика, у них более сильные вооруженные силы. Вот они с помощью гибридных методов на нас напали, мы не смогли от них отбиться. Вот они сделали этот конфликт, который сейчас происходит в Ордлу. Я Крым не беру, это Крым отдельная история, это в принципе та же самая идеология, но она там была сделана по-другому, чуть-чуть сценарию. Поэтому вот это все, что происходит, не прекратится до того, пока страна-агрессор не захочет это сделать. Они не хотят. Почему? Потому что российский Кремль пытается что сделать? Навязать нам выполнение Минских соглашений по их интерпретации. То есть не то, что, как написано пункт 1.13, да? Они пытаются нам навязать пункт сначала политическая составляющая, потом безпекова. А в Минских написано сначала безпекова, потом политическая, но не смешано. Поэтому они на нас давят. Они пытаются специальную мониторинговую миссию, которая контролирует и которая реально докладывает странам нормандской четверки, а также странам, которые также штатам, там, ну и странам НАТО о том, что реально происходит, и в странам ОБСЕ, что реально происходит. И страны ОБСЕ, они верят. Они реально получают данную информацию и реально верят этой информации. Потому что как бы ни происходило, пропаганда и дезинформация идет со всех сторон. Я говорю не только с российской стороны, но и с украинской. В принципе, во время ведения такого конфликта, в принципе, наши тоже действия делают совершенно правильно. Проводят определенную дезинформацию. Это не только в качестве пропаганды, но это как защита Густайна, недопущение утечки, ну и тому подобное. Так вот, делаю вывод. До тех пор, пока, опять же, пока страна-агрессор не решит прекратить данный конфликт будет продолжаться бесконечно долго. Одни говорят март 2018 года, вот этого года, да, понимаете, выбора президента Российской Федерации. Лично я считаю, что конфликт будет длиться намного дольше. Потому что Российская Федерация требует, чтобы мы выполнили их, что не выставляет требования, это прежде всего, чтобы мы отказались от НАТО, чтобы мы отказались от Евросоюза, и теперь они пытаются поменять саму структуру власти, не только структуру, но и оказывают влияние на политическую жизнь Украины. В принципе, мы против этого. Ну, вот это, поэтому они нам будут мешать. Мы должны... Рецепты очень простые. Я так думаю, я слишком долго говорю, но если вы меня спросите, я расскажу, какие рецепты. Но они очень простые. Экономика, борьба з корупцією, ну і далі по схемі, яка... Ми ще зупинимося на цьому питанні. Я стосовно тактики поведінку, там, зокрема, української влади, багато експертів говорять на ці теми, там роблять свої припущення, дають свої поради, але тим не менш, от цікавими є слова першого українського президента Леоніда Кравчука. Я пропоную зараз послухати пряму мову і потім обговорити. Те, що діється на Донбасі, це рука Кремля. І поки ми не домовимося з Росією, що ми можемо, що Росія може, що ми не можемо, ну, скажімо, про територіальну цілісність і суверенітет ми ніколи не можемо говорити. Все решта можна обговорювати. Це один із шляхів. Другий – змінити або наповнити мінський формат іншим змістом. Я тут бачу або перехід до будапештського формату, або залишити мінський, але наповнити його іншими можливостями. Ну, от чергова така пропозиція змінити мінський формат. Також ще Леонід Кравчук говорив про те, що взагалі, напевно, найкращий шлях – це сідати і говорити з Російською Федерацією сам на сам. Що ви можете сказати стосовно цього? Так я, в принципе, господин первый президент, то есть я повторил, что он сказал, потому что он первый, а я просто комментирую. Он совершенно правильно. Дело в том, что минский формат сам по себе был навязан Украине. Смотрите, что такое Украина и весь мир готовились к войне по итогам Второй мировой войны. Извините за тавтологию, по итогам Второй мировой войны. Для того, чтобы наступать, необходимо было сосредотачивать большие ресурсы, так называемое направление главного удара, и готовить на это направление главного удара, готовить на самое слабое место в обороне и прорывать. Да? Ну, помните, это Великая Отечественная и тому подобное. А гибридная война, которую нам навязали, это война не в том понимании, это совершенно другое. Здесь военная составляющая, она из всех инструментов,
которые есть, она занимает 5 или 6 место. Первое – это информационное, дипломатическое, экономическое, пропагандистское, о чем я говорил. Потом кибер. А последующее идет военное. Вы же смотрите, что произошло в Минск, что произошло в Минск-1, когда мы подписали. Было Иловайский котел, то есть Иловайская Российская Федерация, введя всего 7 батальонов тактических групп. Это данные начальника Генштаба, это не я говорю, начальник Генштаба. 7 батальонов тактических групп – это 4200 человек. Это тактическое звено. Они решили задачи стратегического уровня. То есть они заставили Украину принять то, что они хотели. Именно навязали Украине вот этот минский формат. Они навязали нам, и мы никуда не отказались, потому что они же как могли сделать? Они могли сделать, в принципе, вот военные, если вот анализировать, они могли уничтожить группировку. Украинскую группировку и пойти дальше. Но они на это не пошли. Почему? Потому что самое главное не уничтожить армию, не уничтожить страну, а самое главное сделать все возможное, чтобы контролировать территорию, контролировать политические процессы и военные процессы. Об этом знаете, кто говорил? Сун Цзы в своем трактате «Искусство войны» в главе 3, где стратегическое наступление, он говорил о том, что самое главное в правилах ведения войны написано, что самое главное не уничтожить государство. На первом месте не уничтожить, сохранить государство, а потом уничтожить государство. Не уничтожить армию. Сохранить армию, а потом уничтожить армию. Так вот, получается, что Российская Федерация сделала, я это называю, доктрину Герасимова. Герасимов – это начальник генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Кстати, я думаю, вопрос будет. Сейчас вот Столтенберг, начальник, генеральный секретарь НАТО, сейчас будет с ним проводить встречу. Да? Почему не с министром обороны российской Шойгу, да, а с Герасимовым? Вот это одно и тому, что Герасимов является идеологом, я говорю, доктрина Герасимова, которая вот направлена таким способом, без человеческих жертв, с помощью военизированных и гибридных методов захватывать территорию и влиять на нее политически и экономически. Хотіла ще з вас запитати стосовно миротворців, тому що, якщо ми говоримо про можливі там варіанти закінчення цього конфлікту нарешті, то, до прикладу, от я процитую, заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбов, він вважає, що розміщення миротворців саме на сході України, воно якось прискорить вирішення цього конфлікту. Якої ви позиції, якого бачення? Значит, я привожу, смотрите, что самое главное. Почему идут обстрелы сами по себе? Обстрелы ведутся, это военные подавленные Украины, чтобы Украина пошла на уступки Кремля. Потом мировое сообщество включилось. Первое, Конгресс Соединенных Штатов дал задание своим спецслужбам, и они оценили всю ситуацию, которая происходит у нас на Донбассе. Я говорю, Крым – это отдельная ситуация. Это можно долго говорить, но мы сейчас говорим про Донбассе. Да? Это нельзя отрывать, потому что это все одинаково. Но мы сейчас говорим про именно конфликт малоинтенсивности на Донбассе. А Крым – это же оккупированная территория. А тут мы еще не признали оккупированную территорию. Мы же закон-то не приняли, правильно? Еще почему-то не решает, почему не признали. Да? Так вот, что происходит? Конгресс Соединенных Штатов оценил, то есть спецслужбы дали Конгрессу данные о том, что там, что реально происходит, что Российская Федерация делает и что необходимо делать. Они определили, что тот конфликт, который они нам навязали, его необходимо заморозить, но заморозить не в плане, как заморозить Приднестровье и Карабах, а заморозить уже на платформе, которая была создана. Минск. Это было создано. Она же, кстати, это меморандум был утвержден резолюцией Совета Безопасности ООН 22-22. Хорошо запоминается. И Россия его провела, и все постоянные члены Совета Безопасности за него проголосовали. То есть это международный акт. И мы его обязаны выполнять. Некоторые говорят, давайте его не выполнять. Да, мы можем его не выполнять, но Украина не такая сильная страна экономически, финансово. У нас страна с переходной экономикой. Вы же видите, что происходит на кассовые разрывы, как особенно в пенсионном фонде. Поэтому мы не можем требовать не выполнять данную резолюцию Совета Безопасности. Поэтому весь коллективный Запад, то есть коллективный Запад заставляет нас выполнять. Так вот, я же возвращаюсь к чему. Значит, в резолюции Совета Безопасности написано пункты. Значит, для того, чтобы прекратились обстрелы,
Российская Федерация обстрелы производит для чего? Для того, чтобы специальная мониторинговая миссия не контролировала нахождение, не фиксировала нахождение тяжелых вооружений в зоне соприкосновения, с которых и происходят обстрелы. Для слушателей я объясняю. Как только идут обстрелы, ОБСЕшники уезжают, они не стреляют. Вот они едут, они сказали, мы едем в такой-то район. Они начинают выдвигаться. Значит, специальная группа, которая находится на зоне соприкосновения, значит, которая руководится с штабом 8-й армии, который входит в штаб Южный военный округ, дает команду начинать обстрелы. ОБСЕшники подъехали, начали обстрелы. Они уезжают. Понимаете? Поэтому Российская Федерация специально не дает там работать. Что делают американцы, как вы говорите, в Рыжбо? Он говорит, для того, чтобы не было обстрелов, начали контролировать, надо туда ввести миротворческую миссию, именно миротворческую, военную, не полицейскую, а военную, с вооружением, чтобы они начали отодвигать, зоны соприкосновения, начали отодвигать и зашли на всю территорию. Что делает Россия? Хитрые, они делают все правильно. Потому что они говорят, давайте мы миротворцев сделаем, чтобы они стали охранниками ОБСЕшников. ОБСЕшники без оружия. Они принципиально говорят, мы без оружия. Потому что как только на сторона конфликта, по ним можно стрелять. Они без оружия. Охранник. Если такое будет то же самое. Как только выехала миссия, значит, по ним будут так же самое пылять. Пылять я так, термин такой. Да. Так же самое ОБСЕшники куда будут стрелять? Им тоже не... Они же на БТРах, там, на пулеметах. Они же не будут по градам или по минометам не стрелять. Им просто не знают, где находятся. Те быстро уезжают. Понимаете? Поэтому это идет затягивание. Россия затягивает. Но что делает западный мир? Западный мир делает совершенно правильно. Они, во-первых, принятие, и вот в декабре месяце произошло очередное санкции, экономические санкции. Второе, Курт Волкер начал очень плотно работать с Сурковым, очень плотно. И третье, дипломатическое давление идет на Россию, чтобы Россия приняла приемлемые для нее резолюцию Совета Безопасности. Приемлю для нее. По крайней мере, миротворцы должны зайти на всю территорию. Это, я говорю, это только... А кто будет проводить там демилитаризацию? Кто будет там проводить там деинтеграцию? Кто будет проводить там ликвидацию вооружений? Кто будет проводить вот это вооруженное формирование? Куда их девать? И самое главное, кто будет проводить там выборы? Вот это самая большая проблема. Поэтому наших туда, я не знаю, как оно пойдет, но что делают американцы? Они специально делают, завести туда миротворцев, и миротворцы, чтобы провели выборы, как в Восточной Славонии. Кстати, опыт такой есть, миротворцы проводили в Восточной Славонии, это территория Хорватии, где было на 3 зоны, было определено Сплит, там, и Восточная Славония, где войска не заходили хорватские, и там проводили выборы миротворцы. Там прошло без столкновений. Там прошло, в принципе, американцы это и требуют, чтобы провести выборы. Как будут проведены выборы, сразу все пойдет уже по-другому. Пане Олеже, ви зазначили про співпрацю Волкера та Суркова, і я би хотіла вас запитати, от ваше особисте ставлення до цих зустрічей, тому що дуже часто я чую думку, і зокрема у цій студії там озвучувалися такі думки експертів, що насправді визначальної якоїсь різниці воно не несе і ваги, в принципі, оці переговори саме з Сурковим та Волкером. Це просто певний такий маркер, що ведуться переговори, якось вони підтримують контакт. Ви що думаєте? Нет, я считаю, что данные переговоры очень важны. Первое. Второе. Любые контакты с Российской Федерацией со стороны... Российская Федерация всегда требовала, и у них даже записано, опять же, говорил, в военной доктрине и стратегии национальной безопасности. Там написано, что без России никакие глобальные беспековые заходы невозможно сделать. Они это записали. И они добились, чтобы Соединенные Штаты Америки, самое сильное государство мира, начали с ними вести переговоры. То есть разговаривать. Это очень важно. Это первое. Второе. Значит, представьте, что за Сурковым, то есть за Куртом Волкером стоит Госдеп, стоит экономика в триллионы долларов. Да? То есть первая экономика в мире, там военный бюджет 700 миллиардов долларов. 700 миллиардов долларов. В России военный бюджет где-то 60-70 миллиардов. Да? А если в Китае, например, бюджет 150 миллиардов долларов. В странах Евросоюза, именно в которые входят НАТО, 250 миллиардов. Просто Россия вооружена оружием 3-4 поколения.
Есть. И там пятое поколение – это военно-космические силы, ну, с авиацией связано. А в Штатах там все оружие четвертое, пятое поколение. То есть это совершенно несовместимые, ну, как средний век и индейцы с этими стрелами, и испанцы со своими ружьями. То есть, вот, чтобы было понятно на примитивном языке. Поэтому американцы очень сильно поддавливают. И как только Кремль начинает что-то не выполнять, россияне, что делают американцы? Вводят экономические санкции. Евросоюз-то ввел экономические санкции, а мы консенсусом в декабре. А мы прекрасно понимаем, сколько стран в Евросоюзе занимает пророссийскую позицию. Правильно же? Вы прекрасно знаете. Они все равно это ввели. Значит, давление определенное ведет. Следующее. НАТО расширяется. Восточный фланг НАТО, который ходит Прибалтика, Польша и Румыния, значит, и в каждую в эту страну зашел батальон НАТО. Не только батальон страны, страны пребывания, но и батальоны НАТО туда, в Литву, там польские, там вошли французские, немецкие, американские, там зашла целая бронетанковая бригада, там средства самолета зашли, средства ПВО зашло, противовоздушное, противокосмическое в Румынии обороны. То есть вот эта вся система, которая создана, это называется система сдерживания. Россия покажет, веди себя не только в дипломатическом плане, но если военным ты рыпнешься, ты получишь адекватный ответ. Почему они к нам рыпнулись? Потому что ответа у нас не было. Вы же понимаете, что... Я еще последний тезис. В Крым. Это болезненная тема. Вот для военных и для крымчан, конечно, но это болезненная тема. Как можно было отдать территорию, где не был произведен ни один выстрел и не погиб ни один солдат? Вы же понимаете? Это вообще, они тут, там 3 военнослужащих погибло только, по несчастным случаям, там их застрелили, а территорию отдали, армия отдала территорию без единого выстрела. Это вообще, надо с этим разбираться, почему это произошло. Ну, власне, цим, напевно, і займається весь цей час і намагаються в чомусь розібратися. Я, зрозуміло, що там аналізувати ці події можна дуже довго. От мене цікавить останнє повідомлення, яке я побачила у засобах масової інформації, це про те, що от американське видання BuzzFeed News говорить про те, що у 2018 році, вже з січня місяця, тобто з цього місяця, відновлюється взаємодія Російської Федерації та США. На високих рівнях збираються проводитися зустрічі. На вашу думку, про що говоритимуть і які наслідки це матиме для України? Дело в том, что мы что видим? Дипломатия – это дело такое, да, искусство возможно. Но мы видим, что любые встречи Курта Волкера с Владиславом Сурковым, Владислав Сурков – это доверенное лицо Путина. Мы понимаем, тот, кто имеет вход в кабинет и влияет, и является идеологом всего так называемого нового вида войны. Кстати, у него очень интересные книги, если кто хочет понимать, что происходит, он пишет, у него псевдоним, я его не рекламирую, но кому интересно, он может почитать. Вот есть книга у него недавно вышла, он пишет по псевдонимам Натан Дубовицкий. Так вот, вышла у него книга «Ультранормальность». Вот кому интересно, что будет, что было, что будет, что происходит и что будет, там в этой книге все написано. Вот там все написано, что есть. Потому что эту книгу надо брать и читать, как вот, знаете, как Ленина раньше, классика марксизма-ленинизма, так и тут. Так вот, что реально происходит? Американцы, они, опять же, они перед всеми встречами, которые происходят, Курт Волкер, Сурков, они перед встречей обговаривать с нашим высшим военно-политическим руководством. Я надеюсь, что во время встречи и после встречи идут обговаривать. Я не говорю, что, по крайней мере, если они спрашивают нашего мнения, это очень много значит. О чем я говорил, что мы не объект внешнеполитической деятельности, мы субъект. То есть тут кем руководит. Мы же не можем, нас защищать, мы слабые. Надо честно сказать, мы слабые. И когда мы станем сильны, мы можем говорить, мы сильны, а мы сейчас пока слабые. За нас защищается. Дай Бог, что страна Евросоюза и Америка нас защищает. Кстати, поляки тоже нас, единственная страна, которая с нами торгует. Вот американцы сейчас объявили, что будет летальное бронетельное оружие. А раньше ж только поляки и литовцы с нами там чуть-чуть торговали. А больше ж ни одна страна мира с нами именно по летальному оружию не торговала. Это же большая проблема. Але разом з тим, все одно навіть дозвіл на летальну зброю
зброю, це все одно стримуючий такий фактор. Да. Тобто, чи допоможе це? Тому що ми бачимо стримуючий фактор у вигляді санкцій, про які ви говорите, і дійсно там це підтверджує те, що там Захід тисне, міжнародна спільнота реагує, але тим не менш конфлікт триває, обстріли тривають, гинуть українські військові і Крим досі в окупації. Тобто, чи дійсно дасть це якусь нам змогу, чи це наш козир, навіть так? Я хочу сказать тезис, который надо было вначале сказать, я сейчас его говорю. За нас никто воевать не будет. Это первый тезис. Второе. У нас достаточный военно-промышленный комплекс. Он, конечно, еще, если его провести либерализацию его и разогнать этот Укроборонпром, хорошо, неправильное слово сказал, не разогнать, а либерализовать рынок и дать выход на частным структурам, которые продают, которые производят военное вооружение, и их выход на внешние рынки, а не только через 5 спецэкспортеров. У нас 5 спецэкспортеров, которые накручивают большие агентские. Но у нас еще же 2 спецэкспортера есть. Это Моторсич и Ленинская кузня. Вот Ленинская кузня, что она Ленинская кузня там? Спецэкспортер имеет право продавать вооружение за границу. Вы же понимаете, о чем я говорю, да? Поэтому, еще раз, самое основное, у нас достаточно. Сейчас вооруженные силы Украины находятся на достаточном уровне для того, чтобы защищать обеспечивать суверенитет и территориальную целостность. Первое. Второе. У нас сейчас подготовлены уже высший генералитет, среднее звено. У нас проблемы с командирами взводами рот, но это отдельная тема, можно разговаривать, почему это происходит. Которые прошли войну и которые уже умеют воевать. Те инструктора, которые к нам приезжают, у нас ведь постоянно находятся канадцы, американцы, они что, это так называемое военное присутствие, они что-то находятся, подразделения. Они не только нас обучают, но и они у нас учатся, потому что само по себе ведение войны, вот такой гибридной, оно своеобразное. Это не война на уничтожение, это точечная война, это война, можно сказать, бесконтактная. Вот они нас учат, чтобы чтобы мы не воевали, опять же, по итогам Второй мировой войны, не воевали оружием третьего поколения, которое бьет по площадям, а не по целям. А сейчас война, оружие точное, высокоточное, а больше всего, лучше всего, без как вот дроны, то есть война бесконтактная. Это у нас достаточно. У нас большая, хорошая айтишная база, айтишники отлично. У нас база хорошая инженерная, которые готовят дроны, могут готовить потом средства БТР, могут это. Вот на это деньги надо бросать. А у нас деньги бросают на восстановление этого хлама. Танков Т-64 там, и тому подобное. Это хлам. Это тот, который перспективной разработки конца 50-х, начала 60-х годов. Представляете? Это дубина такая, каменный век. И сейчас современное оружие сидит на джойстике и воюет, да, уничтожает противника. Понимаете? Поэтому переход военно-промышленного, либерализация рынка, рынка и переход на новые направления денег не на восстановление хлама, а на производство новых вооружений позволит Украине решать данный вопрос. И последний факт. Самое основное – это демотивирующие потери. Вот я о чем говорю, высокоточным оружием. Вот представьте, приезжает группа, это у них называется двойки, они взяли по английскому методу, эта тема называется «собака и блоха». То есть мы собака, они блоха. Вот у них двойка приезжает с минометом, они выехали быстро на машине, да, стрельнули по нам и уехали. Вот так оно же происходит. Значит, при наличии высокоточного оружия и снайперских комплексов, которые дали нам американцы, которые бьют до 2 километров, это снайперские комплексы предназначены не для уничтожения живой силы противника, а для уничтожения вот таких техники. Так вот, при наличии таких засад, при наличии такой техники, приезжают и начинают палить, наши уничтожают технику. Кто приедет дальше стрелять, я думаю, мало найдется, кто будет вот таким. Найдутся, но их будет мало. Это называется демотивирующие потери. Пане Олеже, ще от ви зазначили, дещо попередили моє запитання стосовно присутності насправді там і Канади, і США військових. От, зокрема, ще одне повідомлення у ЗМІ, яке мене зацікавило, і коментар я хочу отримати від вас. Це новина про те, що американські військові літаки цієї неділі, 7 січня, здійснили масштабну розвідувальну операцію. 2 літаки летіли, один
Він здійснив розвідку вздовж лінії розмежування на Донбасі і потім також узбережжя Криму зачепив від західного краю до Керченської протоки. Та другий літак він вилетів з авіабази на Сицилії і був зафіксований вже в неділю поблизу Севастополя. От що ви можете сказати стосовно такої? Навіщо це робиться? Як це взагалі оцінити? От ваші Это думки. беспилотники. Вот я же про беспилотники говорил. Стоимость вот данных самолетов в зависимости от себестоимости и коммерческой стоимости от 100 до 200 миллионов долларов. Это беспилотник. Им управляет мальчик, который сидит на джойстике, играет в Ну, це компьютерные. американський хлопчик там сидить і я же керує. говорю, Так, да, але американ. що це Так значить для вот, нас? Это Як це означает, розцінити? открытое небо, наши разрешили, то есть наши открыли, и они летали, они проверяют на наличие вооружений, проверяют, контролируют все, что происходит на той территории, потому что можно все рассказывать, что их там нету, а оно же фотографируется, это оптика, видео, все идет в режиме онлайн, они фотографируют, а потом быстро анализируют. Потому что, я так думаю, готовятся к встрече Волкер, Сурков. Когда при там встрече, понимаете, как происходит. Приехали, значит, это у них третья встреча была, сейчас четвертая. Четвертая встреча должна была быть 14 декабря, она сорвалась. Потому что россияне начали больше обстреливать нас, тупик зашло. Ну, россияне, имею в виду, эти оккупационные войска, оно зашло в тупик Минские соглашения. Значит, в итоге что произошло? В итоге американцы приняли решение передать нам вооружение. То есть это была передача на обострение, они нам передали. С одной стороны, я говорю цинично, вот я говорю цинично, я не гуманист, я человек военный. Меня учили убивать континентами. Я по первой своей специальности офицер был управления ракетных войск стратегического назначения. То есть это сатана, вот это Гешмар. То есть меня учили убивать континенты. Понимаете? Поэтому я говорю цинично. С одной, чем они больше нас будут обстреливать, тем нам больше будут давать высокоточного, высокотехнологического вооружения. Россияне это видят. Вы же понимаете, они это видят. То есть гибридный такой ответ, они видят, они будут много. Они сейчас начали, видите, показали, что 6-7 обстрелов. Раньше было 30, сейчас 6-7. Они смотрят, сколько американцы считают, сколько много. Да? До 10, если 15, значит, передадут, значит, они будут 6, 10, потом 5. Но опять же, чтобы ОБСЕшников. Так вот, возвращаясь к тому, контролируют, сняли все. Когда приедет на очередной встрече, уже она договорена, уже дата, тогда Курт Волкер, я думаю, когда начнут ему рассказывать, что нас там нет, он даст эти снимки. Потому что одно дело космос там контролирует, спутники висят. Кихол, там, Ферет, я так помню еще по старой службе такой. А то и свеженькие там покажут. Тут ваша бригада стоит, вот ваша. Вот тут техника пошла. Объясните, как вы выполняете Минские соглашения. Это элемент давления. Вот я же говорил раньше, элемент давления. Пане Олеже, так дещо підсумовуючи нашу розмову, от хочу зрозуміти, можливо, я неправильно зрозуміла, тоді виправте мене. У цій гібридній війні, в цьому конфлікті, в принципі, перевага на боці противника, тобто Російської Федерації. І закінчитися він може лише у випадку, якщо таке рішення прийме Російська Федерація. В настоящее время, то есть, когда это было развязано, так оно и было. Украина остановила вот эту захват, вот этот, как она, Новороссии, да, вот эта весна их, русская весна, остановила только благодаря военизированию формированием. Не воинским, а военизированным. Почему? Потому что, в принципе, никто не думал, что будет такое добровольческое движение, пойдут воевать. Ну, с армию реально-то развалили. Армию развалили. Но армия быстро восстановилась. Именно восстановилась, вот давайте я вот объясню. Во всем мире боевое состояние армии составляет где-то 60%. Это логистика, 20% боевая подготовка, где-то, нет, 20% оружие, 10% боеподготовка, там еще что-то, и только 3% это патриотизм и самоотверженность солдат. А у нас точно все наоборот. У нас 80% патриотизм, самоотверженность солдат, которые своей жизнью, как в Великую Отечественную войну, да, вот это. А все остальное, это уже идет военная фаза. Так вот, если мы вот эту пирамиду переставим с ног на голову, все быстро поменяется.
И еще самое важное. В 2014 году, когда на Уэльском саммите НАТО проанализировали ситуацию, которая есть, они дали задание своим министрам иностранных дел, и они в 2015 году в декабре подписали декларацию о том, что декларацию по так называемому мерам по стойкости суспільства, стойкости общества. То есть чем сплоченнее общество, чем общество невозможно разбить на части, тем оно будет меньше подвержено таким видам гибридным атакам. На Израиль они окружены со всех сторон, правильно? Там 100-200 километров. Невозможно на них никакое давление пропагандистское оказать. Прибалтика невозможно, Польша невозможно, Румыния невозможно. На нас возможно. Это задача внутренняя власти нашей высшее военно-политическое руководство. Сделать так возможно, чтобы общество стало стойко. Невозможно было развалить его. У каждого может быть свои мысли, свое мировоззрение. Но самое главное, это что? Государство, как говорил президент Кравчук. Что он говорил? Суверенитет, территориальная целостность, направление движения выбрали НАТО, Евросоюз, правильно же? И построение страны с рыночной экономикой. Не с переходной экономикой, а рыночной, настоящей. Тогда у нас пойдет другое. А у каждого может иметь свое собственное мнение, но опять же не призывая никаким действиям. Вот это називається стойкость общества. Зовсім мало часу в нас лишається до кінця ефіру, тому коротко вас запитаю. Ваше ставлення до законопроекту стосовно деокупації президентського, який зараз проходить друге читання. Що ви можете сказати, які в нього перспективи, на вашу думку? Значит, самое главное, что я скажу, что я вижу. Первое. Я вижу, что территорию надо назвать оккупированной. Почему? Потому что я знаю, что произойдет. Где-то месяц назад «Газпром» опубликовал, что они поставили на территорию ОРДЛО 1,5 миллиарда кубометров газа. А это что значит? Если мы не примем закон о том, что эта территория оккупирована, мы сами будем вот за 1,5 миллиарда кубов газа, мы сами заплатим «Газпрому», то есть мы сами будем платить за войну, которую они против нас ведут. Понимаете, логика какая? Вот это самое. Второе, значит, деоккупация, вот это очень тяжело, понимаете, там деинтеграция, вот я же говорил, деинтеграция это самая большая проблема, которая будет. И в принципе, когда приезжали сюда хорваты 3 месяца назад, Минтод, они рассказывали, как у них проходили, именно министры, которые это проводили. И когда я слушал эти выступления в режиме онлайн, я думаю, что мы пока к тому не готовы, что они делали. Мы к этому не готовы. Но наше общество все равно к этому придет. Самое главное, они вот в этом законе написано, что признают собственностью, частной собственностью предприятия. Это самое основное, чтобы наши предприятия никуда не уходили. Ну а хорваты там много такого делали, я просто сейчас говорить не могу, это вызовет неоднозначную реакцию, но это пока наше общество к этому не готово. Но мы к этому, все равно мы придем к этому. Ну, тобто, стосовно закону, що ви можете сказати? Це назвати окупованими? Закон нужен. Закон сам по себе, он не военный, он гражданский. Он будет, опять же, говорю, провести деоккупацию, то есть обозначить, что такое оккупированная территория. А согласно резолюции 3314 от 14.12.1974 года, определять, что такое агрессия. И вот агрессия само по себе, там будет агрессия, и сейчас косвенная агрессия, там прямая здесь, косвенная, как раз она полностью подходит. Агрессия, значит, страна, которая напала, согласно, она отвечает за ту территорию, сама отвечает. Они же хотят сделать, чтобы мы за них отвечали. Кстати, как они сделали в Молдове. Приднестровье пошло на уступки, начало напрямую контактировать Молдова с Приднестровьем, теперь платят за все энергоносители, когда идут в Приднестровье. То есть сама Молдова платит за то, что Приднестровье к ним не восстанавливалось. Понимаете? Так вот это допустить ни в коем случае нельзя. Я зрозуміла. Дуже вам дякую за ваші коментарі. Почули думку Олега Старікова, військового експерта. Ефір на телеканалі АТR триває. Я нагадую, що команда телеканалу АТR робить усе можливе, аби останні новини ви дізнавалися першими. Крим Манда, Крим тут. Будьте з нами.